где на улице весь день играет громкое радио, а вместо маршрутки – вертолет. В уникальной своей самобытностью деревне Захарвань под Усинском до сих пор сохранились черты советской жизни. При этом она идет в ногу со временем. С местным краеведом по деревенским улочкам прошелся Евгений Стокос. Из Усинска с 2 остановками в Усть-Лыже и Щелья-Божа летит любой, кто хочет попасть в межсезонье в деревню Захарвань. Вертолет здесь и почтальон, и маршрутное такси. Пассажиры на остановках меняются, посылки в ППХ достают из салона. Только зазывала не хватает и мелочью не расплатишься. В Захарване около 100 домов, живет чуть больше 300 жителей, а основана она в конце 19 века. Он приехал из Ижемского района, из деревни Вертеп, с 11-летним сыном на лямпах. Хотели узнать богатые дичью и рыбой места. Последний раз наша съемочная группа была в Захарване 10 лет назад в октябре. Тогда на улицах установили деревянные тротуары, которые до сих пор служат. Первое, что замечаешь, гуляя по деревне, это галдящее с утра до вечера радио. Причем такое громкое, что даже мысли формулировать тяжело. Хотя местные привыкли. Уличное радио – это и эхо ушедших лет, работает оно еще с 60-х годов, и, как оказалось, необходимость. Даже во время войны, если света не было, радио в первую очередь сообщало все известия. Так ведь? Вот. А если отключать свет, то у нас и телевизора не будет, ничего не услышим. Размеренное радийное бормотание редко нарушает тарахтящий мимо квадроцикл или снегоход. Машин здесь мало. Собаки, как на подбор, ручные, спокойные и не на привязи. А зимой приходят олени и их хозяева. В Захарване проводят праздник оленеводов Зарни-Сюр, гвоздь программы гонки на оленьих упряжках. Труд и развлечения погонщиков с годами мало изменился, говорят их осевшие здесь потомки. До школы, до 7 лет я ездила в Тунды с родителями. Там дети тоже все время ездили, даже дошкольники управляли на оленьих упряжках сами. Я тоже так сама управляла, на оленьих. Даже сами запрягают оленей и сами ездят. Сейчас тоже дети в оленеводу также ездят. В деревне, несмотря на малочисленность жителей, есть на что посмотреть. Это и музей в школе, и местная церковь, правда, пока не рабочая, и даже несколько памятников. Но главное, за что захарваньцы ценят родные места, это рыбные и охотничьи угодья, безмятежность и возможность наслаждаться спокойным созерцанием красоты северной природы вдали от больших городов. А времени для этого у любого гостя деревни будет предостаточно, ведь вертолет из Усинска прилетает в Захарвань в понедельник, а обратно летит только в четверг. Евгений Стокос, Артем Соколов, телеканал Юрган, Захарвань. В пятницу в программе «Детали недели» расскажем еще больше о деревне Захарвань и ее уникальном колорите. Смотрите в 8 вечера сразу после выпуска новостей. Не пропустите.